Ученый, государственный и политический деятель Юрий Воронов был убит 11 сентября 1995 года. Тогда в его лице совсем еще молодая республика лишилась весомого подвижника правды и справедливости, патриота Родины. Спустя многие годы после того рокового дня жители страны до сих пор не смогли смириться с потерей человека, имя которого отнюдь не только по причине правил орфографии вписано в историю страны с большой буквы. По традиции, преподаватели и ученики 3-й Сухумской школы, которая носит имя ученого, посещают его могилу во все памятные дни. Сын России и Абхазии верный сын, не напрасно ты тратил силы, боль людскую в себе носил. Дорогой, замечательный, русский, как гордым и любовью твоей, как щемящей и светлой грустью захлестнула сердца людей. Плохие вести, как известно, распространяются очень быстро. Первая реакция на информацию о том, что Юрия Николаевича больше нет, у многих жителей страны была схожа. Шок и отрицание того трагического события навсегда запечатлелись в сознании людей. Я помню этот день, момент, когда я услышал об этом. И первое наше впечатление, что это был шок, конечно. Мы тогда, наверное, были молодые, никак не могли себе представить, как можно убивать человека, который сделал так много для этой страны. Это была первая наша реакция. Еще он был нашим преподавателем, мы еще были тогда студентами. И вот это моя первая реакция по поводу известия гибели Юрия Николаевича. Каждые 5 лет Абхазский институт гуманитарных исследований организует международную конференцию имени Воронова. Она подразумевает в первую очередь систематизацию огромного наследия, оставленного ученым. Издаем обязательно. Юрия Николаевича Воронова знают не только археологи, но и историки, и политики. Мы обязаны, любая статья, рецензия, ничего не оставляя, все издать. Во-первых, очень много работ были изданы за пределами Абхазии. И мы все это собираем. Юрий Николаевич Воронов – известный ученый-кавказовед. Спектр его исследований был широк и охватывал период с палеолита до позднего Средневековья. К всеобщему сожалению, он не успел раскрыть весь свой научный потенциал. За этот короткий промежуток времени он успел написать около 500 научных работ, из которых более 30 монографий. Сейчас все они стали библиографической редкостью, потому что уже прошло около четверти века. Как только его не стало, то руководство республики постановило, что издали его научное наследие. В данный момент сейчас у нас опубликовано уже 5 томов, 5 больших томов по истории Абхазии. Это очень ценные книги. Готовится 6-й том и еще 7-й. Помимо большого собрания трудов Юрия Воронова, вскоре должны быть изданы еще несколько уникальных книг по работам историка. Аргонавты сходят на берег. Это он написал еще до войны. Да. И, значит, много чего еще было найдено. В его архиве специально работал Московский архив вместе с нашими сотрудниками музея и Абхазского института. Все это, значит, систематизировано. И, в общем, еще можно покопаться и издать еще много-много интересных работ. Современные абхазские ученые сходятся во мнении, что труды Воронова имеют большое значение для мировой науки. Проведенные исследования относятся к истории не только всего Кавказа, но и Европы. Амелия Сатурян, Сасрыпа Агухава, Абаза ТВ.